Жизнь женщины. Через 2 года после войны осенью в семье уважаемого округой человека родилась еще одна дочь. Вместе со знатным происхождением природа еще и одарила девочку крепким здоровьем, пытливым умом и вьющимися густыми каштановыми волосами, которые на ее висках мило свисали пружинками. Умиляя окружающих учтивостью и улыбкой на своем светлом личике, с самого детства она наполняла пространство своим внутренним светом и нежностью. Девочке очень нравилось учиться, поэтому ее ученические дневники и студенческие зачетки всегда были полны одобрений преподавателей. Так ее школьные и студенческие годы отметились грамотами и дипломами. Как и должно это быть, в один из дней в дом пришли сваты, и влюбленная девушка вышла замуж за одного из самых красивых парней. Весьма состоятельный отец в качестве приданого для девушки купил домик по соседству к близким родственникам своего зятя на окраине городка. Каждый раз, когда молодая пара шла по улицам, окружающие, оборачиваясь, смотрели на их рослые стройные фигуры, немного завидуя им, поглядывая на их изысканную по тем временам одежду. Менялись жилища, становясь от года к году уютнее, достаток в семье, любимая работа, все шло своим чередом. Двери их гостеприимного дома были всегда открыты для друзей и близких. Женщина родила 3 сыновей и долгожданную дочь, о которой она долго мечтала. Однако судьба внесла свои коррективы. Так неожиданно для всех покончил с собой баловень судьбы ее 26-летний братишка, а через 4 месяца скончался неутешный старый отец, который все это время почти не ел и только молился. А старая и без того молчаливая, глубоко религиозная мать после смерти любимого младшего сына и супруга ушла глубоко в себя. Одним из зимних дней женщина заболела ангиной. Несмотря на свое медицинское образование, она перенесла свой недуг на ногах, что в свою очередь привело к осложнению болезни. Знакомые специалисты после обследований выявили у нее гломерулонефрит. В 80-х годах XX века этот диагноз звучал как приговор. Лечение проходило в несколько этапов в городах тогда еще единого Советского Союза: Кокшетау, Алматы, Москва и снова Алматы, а в периодах между курсами лечения и гемодиализом по рекомендации специалистов женщина для разгрузки почек выезжала на проживание в регионы с жарким климатом – Кыргызстан и Туркменистан. Черствая душой лечащий врач Шуга Жумагуловна безразлично наблюдала за ходом болезней своей пациентки, а любящий супруг, не желая терять свою жену, отгоняя от себя грустные мысли, повез ее в Алматинский научный центр имени Сызганова. Семья и все близкие родственники мобилизовали силы для лечения дорогого им человека. Были использованы повсюду связи и средства. Несколько лет, борясь с болезнью, вдалеке от дома, женщина сильно скучала по своим детям, в особенности по маленькой дочурке. Тогда еще не было мобильной связи и интернета, поэтому женщина очень часто писала домой почтовые письма, где ею были использованы все обороты казахской речи, наполненные любовью и нежностью, обращенные к детям, старой матери и супругу. Заботилась о детях ее старая мать, которая от безысходности становилась холоднее и холоднее. Тем временем в Алматы был жаркий июльский день. Высокие тенистые деревья парка виднелись в распахнутом окне клиники. Оттуда доносилось красивое пение певчих птиц. Но вопреки всему, эта молодая женщина умерла. Прошло много лет, дети этой женщины выросли и уже сами стали родителями. От имени покойной мамы совершено паломничество Бадель-Хадж в Мекке. И теперь, щемящими от нахлынувшей грусти сердцами, ее дети обращаются к Богу, моля рая для нее. Этот рассказ про мою маму я написал в 2011 году. Мне еще есть что сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.